Каким он был год уходящий, каким он будет год приходящий. Вот об этом сегодня и постараемся поговорить. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И кавалер ордена Кадырова, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр экономического и территориального развития Чеченской Республики Рустам Шаптукаев. Маршал Рустам. Да, маршал. А действительно, каким он был год уходящий и каким он будет год приходящий, по вашему мнению? Прошу, вот такой первый вопрос. Ну, итоги года, конечно же, мы будем подводить по его окончанию, но что можно сказать по итогам 9 месяцев, это, конечно же, очень грандиозные, большие, созидательные преобразования нашей республики. Мы с вами стали свидетелями беспрецедентных проектов, которые были инициированы нашим уважаемым героем России, главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Это, безусловно, в сфере социально-экономического развития нашего региона послужило очень большим, хорошим вектором развития. Инфраструктурные проекты, строительство, энергетика, сельскохозяйственное направление, потом спортивных объектов, сколько в текущем году мы открыли, мне кажется, за всю историю не было столько крупных, красивых, больших и очень полезных для наших жителей республики объектов. Да и нигде не было. Абсолютно. А как вы оцениваете сложности, связанные с работой? Вот, извините за такой вопрос, отвечать нет, вам решать. Ну и все-таки, как вы оцениваете сложности, связанные с работой на двух важных должностях заместителя председателя правительства республики и министра? Ну, как известно, незадолго в прошлом нам был назначен новым председателем правительства Магомед Ходжахмедович Даудов, тоже герой России. Поэтому требования, конечно же, устанавливаемые в разы увеличились, и требования работы, результатов, показателей. И что самое главное, то, что мы сегодня наблюдаем, это, конечно же, то, как настроил наш первый президент, герой России Далгазут Кобалдальтун Ахмат Хаджи Кадыров. Это, конечно же, безусловная вовлеченность в происходящее в республике. То есть это задачи, потребности нашего населения. Что говоря о совмещении двух должностей, конечно... Не трудно, не сложно. Вот две таких важных... Вы знаете, тут такая двухуровневая позиция может быть. Во-первых, конечно же, это безусловно большая, невероятная ответственность и перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым в первую очередь, перед нашим населением, перед регионом в целом. Но, конечно же, это помогает в большей части координировать стратегическое развитие нашего региона. В том плане, что выстраивать взаимоотношения, выстраивать рабочие вопросы, моменты с федеральными органами исполнительной власти, это, конечно же, служит большим подспорьем. Поэтому тут, мне кажется, мы постараемся сделать максимум, на что могут даже и не могут тоже повлиять должностные обязанности. Вы больше вице-премьер или министр? Вы знаете, больше мы, как говорит Рамзан Ахматович, слуги нашего народа. И переходя уже к текущей обстановке Чеченской Республики. Как вы оцениваете текущее состояние экономики Чеченской Республики с позиции министра? Вы знаете, мне бы хотелось донести до наших с вами зрителей и слушателей такой важный нюанс и момент, чтобы правильно ориентировались в происходящем, правильно ориентировались в тех трендах, которые сегодня происходят, да, в нашей республике и в целом в мире, под которые мы очень эффективно подстраиваемся, я бы сказал, не пытаясь отставать ни от кого. И тут важным является какой момент? При те преобразования, которые мы сегодня с вами видим в нашем регионе, это, безусловно, стабильный тренд, ориентир, благодаря которому развивается сегодня наша республика. То есть лучше мы будем сегодня наблюдать системный сдвиг, системные позитивные моменты, системное увеличение показателей Чеченской Республики и тем самым созидать. То есть сегодня мы, когда встречаемся с
гостями, туристами, потенциальными партнерами и инвесторами нашего региона, слова наших коллег, которые приезжают из других государств, в том числе, не только из нашей страны, это, конечно же, они говорят, что мы видим аналогичное развитие, которое было в свое время в Сингапуре. То есть какими темпами и массово развивался этот регион, они сегодня видят в нашей республике. Да, сегодня с иронией наши недруги и, так скажем, те, кто объявляют в адрес нашей страны и наших граждан санкции, будут с ухмылкой и иронично улыбаться и надсмехаться, возможно, но тем не менее, как говорит Рамзан Ахматович, собака лает, караван идет. И вот этот системный сдвиг, системная динамика, которую мы наблюдаем в нашей республике по всем направлениям социально-экономического развития, конечно же, говорят сами за себя. Вот, к примеру, объем отгруженных товаров, выполненных работ собственными силами на 111,8% вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Оборот розничной торговли 105,2% выше, нежели аналогичный период прошлого года. И так мы можем говорить о всех показателях нашего региона, о всех сегментах развития. То есть тут цифры и то, что мы видим своими глазами, как бы это просто не звучало, говорит само за себя. Это говорит вице-премьер или министр? Сейчас. Это говорит тот, кто смотрит, анализирует, и вице-премьер, и министр. Смотрите, последние годы, продолжая нашу тему, были непростыми. Это мы все знаем. Для нас, для всех пандемия, специальная военная операция, экономические санкции. Как эти непредвиденные ситуации повлияли на планы экономического развития Чеченской Республики? И повлияли ли вообще? Безусловно, повлияли. Тут, конечно же, мы непростые ситуации, с которыми столкнулась наша страна с начала еще пандемии COVID-19, безусловно, повлияло на всю страну нашу. Это, конечно же, и прерванные логистические цепочки, поставки, доставки технологического оборудования, да даже людей. Стало сложно перемещаться и людям в том числе, но те задачи, которые нам добавили дополнительной работы, это после начала специальной военной операции, которую поддержал Рамзан Ахматович, весь наш народ активно, причем больше, чем все остальные, можно сказать. И, конечно же, тут мы достаточно оперативно переориентировались, нашли параллельные возможности импорта в наш регион. И второй момент, помимо усложнения логистических цепочек, это, конечно же, удорожание строительных материалов. Как мы с вами наблюдаем, по ряду строительных продукций есть серьезное удорожание, в связи с чем многие проекты пришлось пересматривать, перерабатывать, пересчитывать, которые приводились у нас к удорожанию. Но важным является, что отметить, это то, что ни один проект не был остановлен. Нашли дополнительное финансирование, все проекты реализуются согласно ранее утвержденным графикам. То есть то, что заложено, то делается. Абсолютно. А если я спрошу вот так, Рустама, если рассмотреть социально-экономическое развитие Чеченской Республики, вот какие аспекты региона вы считаете сильными, а какие слабые? Сильными, конечно же, и безусловно можно отметить нашу межнациональную, межконфессиональную солидарность жителей нашего региона, где мы, конечно же, видим абсолютно за все прожитые нами года после военного периода не было никаких абсолютно конфликтов. Люди живут в согласии, в мире, дружбе и партнерстве. И, конечно же, это, безусловно, институт семьи, о котором всегда говорит Рамзан Ахматович: сплоченность, уважение старших, обучаемость младших, это, конечно же, умение себя вести в обществе и то, что мы являемся примером для многих. Это наши сильные стороны, и, как мы отметили чуть ранее, это системно развивающийся регион, системно развивающиеся показатели социально-экономического направления. Если говорить о
слабых сторонах я бы назвал их не слабыми, а направления, требующие усиленного развития. Безусловно, это мы наблюдаем с вами, особенно в летний жаркий период, это перебои в электроснабжении. Конечно же, мы сегодня и развиваем, и нужно еще более развивать, приложить усилия по развитию электроэнергетического комплекса Чеченской Республики. Как мы с вами знаем, вот в ближайшее время, благодаря руководству Чеченской Республики, до открытия нового района имени Владимира Владимировича Путина было достигнуто согласование на федеральном уровне о строительстве новой подстанции дополнительной мощности и на правительственный комплекс, и на новый построенный, строящийся еще второстепенных линиях нового проспекта Владимира Владимировича Путина дополнительной электроэнергетической мощности. Нам нужно развивать энергетику очень хорошими усиленными темпами. А какие направления экономики, тогда добавлю еще один вопрос к предыдущему. А какие направления экономики региона наиболее перспективны для дальнейшего развития? Вы знаете, мы сегодня наблюдаем тренд в целом по России, не ограничиваясь нашим регионом, это, конечно же, внутренний туризм. Тут большие усилия прикладываются руководством региона для развития туристического направления. Как мы с вами видим, это новые туристические объекты, гостиницы, много развлекательных комплексов и, конечно же, изюминка, наша жемчужина, это туристско-рекреационный, всесезонный горнолыжный курорт Видучи. Как мы с вами знаем, совместно с государственной корпорацией «Кавказ РФ» сегодня активно ведутся работы по строительству и введению в эксплуатацию в ближайшее время курорта горнолыжного Видучи. И мой следующий вопрос. Смотрите, на протяжении последних лет в республике активно улучшается инвестиционный климат. Это подчеркивают все. Вот как вы оцените состояние и перспективы привлечения инвестиций в регион? Знаете, мы недавно выступали на форуме, который прошел в Чеченской Республике, посвященный молодым предпринимателям, развивающим бизнес людям, и где от наших участников форума поступило порядка 20 вопросов в наш адрес в части, какие есть меры поддержки бизнеса, субсидии, государственная поддержка и тому подобное. И тут опять-таки мы немножко смещаем акценты, смещаем ориентиры, где предприниматель — это самая главная его цель заключается в чем? Он активный деятель, который пытается развить свое дело. Ему самое главное — это не мешать. Вот если бизнесу и предпринимателю, малый, средний, крупный бизнес, неважно, если ему не мешают, ни с какой-либо стороны не оказывают на него давления, то никаких мер поддержки ему не нужно. Он будет развиваться семимильными шагами. И интересное мнение. Это не мнение, это устоялое такое, можно сказать, столб начала. Мы, по сути, люди, хоть я немножко и перехожу в лирику, возможно, философию, без этого. Человек, он по сути своей создан добытчиком. Поэтому бизнес не терпит слабых людей. Я сейчас не говорю о том, что не надо помогать бизнесу, не надо оказывать поддержку бизнесу. Мы сегодня ее осуществляем со всех сторон. Рамзан Ахматович полностью развил инфраструктуру поддержки предпринимательства. Это и микрофинансовые фонды, и постоянные семинары, помощь в оказании тех или иных услуг, составление бизнес-планов, предоставление помещений. И один только фонд шейха Заида насколько сегодня помогает бизнесу и осуществил проектов, можно перечислять очень долго. И хотелось бы отметить, в конце прошлого года на итоговом совещании Рамзан Ахматович озвучил поручения, которые были даны всем органам исполнительной власти, в том числе и контрольно-надзорным органам, где
гласилось то, что ни один человек, никакая структура не может оказывать давление на бизнес, не может мешать предпринимателям, бизнесу. И там же на совещании был определен мобильный телефон, горячая линия, куда может обратиться абсолютно любой предприниматель, человек, осуществляющий ведение бизнеса в нашем регионе. И в случае поступления каких-либо жалоб будет То есть, если проблема, реакция. он может набрать, позвонить. Он может набрать, и его вопрос будет решен буквально в считанные минуты. Поэтому тут мы, чем является Чеченская Республика притяжением для партнеров наших из других регионов и стран, то, что они могут свободно развивать свой бизнес конкурентоспособно. Это является основным задатком после того, что бизнесу главное не мешать, он будет развиваться. Второе, это, конечно же, максимальная минимизация монополистов. Потому что монополия не позволяет конкурентоспособному развитию малого среднего бизнеса. И тут мы с вами нового ничего не раскроем, но это тоже устоялые факты. Но главное прозвучало: не мешать. Абсолютно. Мне это нравится. Вы тут сказали, упомянули форум, и тут я хочу задать вот такой вопрос. Деловой форум в Алжире, на котором была представлена экономическая и туристическая привлекательность Чеченской Республики. Вот каковы результаты? Есть ли? Ну, результаты таких мероприятий, они более стратегические, и мы их с вами будем лицезреть в ближайший год, два, может быть и 3, потому что это новое направление для нашего региона, да и для страны в целом. Сегодня российско-алжирские отношения, они вышли на новый уровень абсолютно. С нашей стороны участвовали в данном форуме это Торгово-промышленная палата Чеченской Республики и наш экспортный центр, который мы создали в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». И, конечно же, наш регион был представлен проектами, которые сегодня реализуются в Чеченской Республике, и те, которые мы планируем реализовать с привлечением совместного, конечно же, партнеров. И вот что хочу у вас спросить в заключение. Насколько я знаю, в Чеченской Республике создан оперативный штаб для обеспечения установки контрольно-кассовых аппаратов и платежных терминалов с возможностью безналичного расчета. Ваши комментарии по этому поводу и как реализуются данные проекты? Да, мы по поручению Рамзана Ахматовича Кадырова и председателя правительства Магомеда Хожахмедовича Даудова создали республиканский оперативный штаб, куда входят все органы исполнительной власти, муниципальных районов представителей, федеральной налоговой службы и других ведомств, где не только установлены определенные показатели по установке контрольно-кассовых аппаратов и платежных терминалов, но и вместе с этим параллельно это разъяснительная работа нашим гражданам о том, что обелять свой бизнес, это в первую очередь служит плюсом для них. Находиться в тени, хранить наличку и, конечно же, выдавать людям зарплату, что в конечном итоге приходит к этому в конвертах выдавать зарплату, не служит собой перспективой развития абсолютно ни с какой точки зрения. Поэтому мы сегодня те показатели, которые установили в дорожной карте по установке контрольно-кассовых аппаратов и платежных терминалов, успешно достигаем. По некоторым муниципальным районам уже есть перевыполнение. И вот, пользуясь таким удобным случаем, хотел бы обратиться к нашим, к нашим зрителям. Это мало их установить, контрольно-кассовые аппараты и платежные терминалы. От их установки у нас с вами ничего не изменится. Нужно приучать к культуре оплаты через соответствующую систему, через соответствующее оборудование. Это в первую очередь приводит к удобству и повышению качества жизни наших граждан.
Смотрите, накануне прошла информация, что Чеченская Республика в тройке лидеров предпринимательской активности среди регионов Российской Федерации, а также возглавила рейтинг регионов СКФО по эффективности внедрению регионального экспортного стандарта в 2025 году. Опять же, ваши комментарии, что это, как это и чем это нам помогает? Прошу. Да, вы правильно отметили, действительно, мы сегодня находимся в лидерах по указанным показателям. Это, безусловно, те темпы, которые задает наш регион, наши предприниматели, благодаря возможностям, которые у них сегодня есть. Мы не сидим на месте. Мне очень нравится такая коммерческая жилка, скажем, наших людей, желание постоянно развивать что-то, участвовать в каких-то мероприятиях, в бизнесе и желание заработать. Это очень хорошее качество, которое сейчас в большей части мирового подрастающего поколения, оно как бы отодвинуто на третий, четвертый план, где их, в принципе, вообще ничего не интересует. Поэтому такой позитивный момент нас очень радует. Это, конечно же, безусловно, темпы развития, темпы активизации нашего предпринимательства. Что касается внедрения экспортного стандарта, действительно, может быть, наши зрители и слушатели, которые скажут, что какой экспорт, такая маленькая республика. Но хотелось бы отметить, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает в себя очень много критериев, очень много инструментов для удобного, качественного и эффективного развития экспорта. На самом деле мы очень активно внедряем все эти инструменты. Тут знаковым является не сумма объема вывезенного товара, произведенных услуг на экспорт, а именно внедрение инструмента и качественное, удобное, эффективное применение для наших предпринимателей этих условий. И последний вопрос нашего сегодняшнего разговора. Я надеюсь, в наступающем году мы еще с вами не раз встретимся. Есть темы, которые нужно обговорить, поговорить, донести до наших телезрителей. Я надеюсь, вы согласны. Абсолютно. Все, договорились. И последний вопрос. Смотрите, не так давно я не могу пройти мимо данного события. Поймите правильно. Не так давно с рабочим визитом в Чеченской Республике побывал заместитель министра экономического развития России Сергей Макарович Назаров. И тут вопрос, это был плановый визит или он преследовал какие-то другие цели? Да, он преследовал какие-то другие цели, абсолютно. Но хотелось бы отметить, что посещение Чеченской Республики Сергеем Макаровичем Назаровым, заместителем министра экономики Российской Федерации, они являются, конечно же, рабочими визитами. Безусловно, Чеченская Республика сегодня демонстрирует ряд интересных, таких, скажем, нестандартных методик развития, что и Минэкономики Российской Федерации пытаются применить на других регионах. Конечно же, это перенятие опыта. Сергей Макарович очень активно занимается развитием особой экономической зоны промышленно-производственного типа Грозный и особой экономической зоны Ведучий. Также неоднократно посещал и в последний раз тоже, это наш один из самых крупных проектов модернизация цементного завода, где мы построили новую собственную генерацию для нужд цементного завода. И, конечно же, вот такие позитивные сдвиги нашей республики постоянно вызывают интерес у федеральных чиновников. Я понимаю. Спасибо. Рустам, у вас есть 30 секунд поздравить наших жителей, жителей Чеченской Республики, граждан России с наступающим Новым годом. Прошу, камера ваша. Да. Если вы желаете. Да, конечно, пользуясь Прошу. таким случаем, хотелось бы пожелать в новом, наступающем, буквально через месяц году всего самого наилучшего, созидания, любви, здоровья, счастья, близких. И, конечно же, мы с вами будем наблюдать в новом году новые, лучшие, эффективные, красивые, красочные преобразования нашего дорогого, любимого региона.
Амин. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. С праздником вас, наступающим, С праздником Новым наступающим годом. вас. Всех вам благ и удачи. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И кавалер ордена Кадырова, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр экономического и территориального развития Чеченской Республики Рустам Шаптукаев. Вы сами все слышали. Несмотря ни на что, Чеченская Республика живет и развивается. И слава Аллаху. И напоследок. Не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.